дорогие любители путешествий! С вами рубрика «Вокруг света» и я, ее ведущая, Бугова Александра. Сегодня я расскажу вам о самых интересных местах Италии. В этой стране огромное количество достопримечательностей, но первое, что приходит в голову, это, конечно же, ее знаменитая падающая башня. Невозможно представить себе Италию без самого удивительного сооружения – Пизанской башни, которая находится в городе Пиза. Воображение туристов просто изумляет 5-метровый наклон этой красавицы, строительство которой началось еще в 1173 году, а закончилось во второй половине 14 столетия. Данное сооружение выполнено в виде колокольни католического собора. Весит башня практически 15 тысяч тонн и имеет 294 ступеньки, а ее высота составляет около 56 метров. Данная достопримечательность просто овеяна разнообразными легендами. Кстати, родившийся в Пизе Галилео Галилей использовал наклон башни для своих опытов по свободному падению тел. За 8 прошедших веков башня отклонилась от своей оси примерно на 2 метра 60 сантиметров. Наше внимание привлек еще один прекрасный город – Верона. Это место не перестает очаровывать гостей своим средневековым великолепием. Пьеса о трагической истории любви Ромео и Джульетты, местом действия которой Шекспир выбрал Верону, делает город одним из самых романтичных. Одной из главных достопримечательностей Вероны является Римский амфитеатр, который считается третьим по величине в мире. Амфитеатр был построен около 30-го года для проведения гладиаторских боев, морских сражений и цирковых представлений. После землетрясения 1117 года, которое почти полностью разрушило внешнее кольцо амфитеатра, он использовался как источник камня для других построек. В средние века на его сцене жгли еретиков, устраивали турниры, фестивали, а в 18-19 века бои с быками. С 1913 года амфитеатр стал местом регулярного проведения оперных спектаклей. Это самый масштабный оперный концерн в мире. В городе также находится легендарный дом Джульетты. Среди веронцев и гостей города возникло поверье, согласно которому влюбленные, поцеловавшиеся под балконом Джульетты, всегда будут вместе. С некоторых пор появилась традиция проводить свадебные церемонии в доме Джульетты. Молодожены, одетые в костюмы Ромео и Джульетты, получают брачный сертификат, подписанный Монтекки и Капулетти, подтверждающий законность их брака. Ну на сегодня все. Путешествуйте и получайте массу удовольствия. С вами была Бугова Александра. До новых встреч. Пока.